Друзья, привет! Вот путешественники с Читы приехали, встречаю. Сейчас велосипед выгружать будем. Так, ну что ж, друзья, вот встретил путешественник Василий и Сергей и Василий с Читы едут. В общем, сейчас едем до моего дома, там велики оставляем, потом поедем город смотреть. Вот Серега с Васей поднимается. Хамус у всех называется по-разному, и сегодня вы узнаете, в каких странах как они называются. Наш музей является единственным государственным музеем и большим музеем в своем роде, и является международным центром Болгарии. Так, всем привет, друзья. Вот, в общем, с Василием и Сергеем пришли в музей Хамуса. Взяли экскурсию, нам сейчас рассказали про историю Хамуса. Экскурсовод нас завел сюда в зал, будет показывать дальше все, что связано с Хамусом, с его историей. В общем, вот такая интересная у нас сегодня экскурсия. Как бы такой инструмент, но человека беззвучный инструмент. Чтобы звучал, нам надо прикладывать зубам хамус, да, и делать удар, и только получим звук. Если без помощи человека, ну, без помощи, да, мы получим только вот такой звук. Больше ничего. А как я начну прикладывать зубам? Вот смотрите, вот у нас, ну, допустим, зубы, да, нижние и передние. Ага. И мы представляем, что это зубы как холодильник, а хамус как магнит. То есть мы не кусаем, а лишь прикладываем. Ага, зубы, короче, холодильник и магнит, да? И вот здесь есть внешние щечки корпуса, и мы прикладываем вот этим внешним щечкам корпуса. И колено язычка заходит вовнутрь, да? И за счет вот за кончик язычка мы делаем удар. То есть держим вот так. Язычок у нас, язычок хамуса ничем не трогаем, потому что за счет вибрации язычка издается звук хамуса. Смотрите, делаю удар, прикладываю зубам, делаю удар и отпускаю, исчезает. И вот таким образом работает хамус. То есть человек для хамуса сам становится музыкальным инструментом, а не он нам, потому что как мы прижимаем зубы, и мы становимся музыкальным инструментом, потому что за счет наших внутренних органов издается звук хамуса, меняет тональность хамуса, меняем за счет наших внутренних органов. Допустим, например, я издаю букву А, просто на А делаю рот, и у меня получается звук на А. О, И, Видите, меняется. Когда мы говорим что-то внутри, ну не говорим, а язык вот так вот внутри, как будто вы говорим, но вместо нас будет говорить хамус. То есть мы соединяемся вместе с хамусом и начинаете издавать хамус вместо нас, разные звуки. Например, двигаем языком вперед и назад. Получает такой звук. И здесь надо понимать, мы должны дышать носом. Если у нас во рту находится воздух, у нас будет звук грубый. Это у нас воздух качается. Да? Вот. Видите, когда я начну дышать носом, уже меняется звук, потому что воздух попадает здесь. А здесь воздуха нет, тогда звук хамуса становится тонким. И поэтому мы должны чувствовать вот эти, где-то мы убираем дыхание, где-то наоборот специально добавляем дыхание. Да? Вот, например, для пения жаворонка, мы так называем этот прием, языком вперед и назад. Просто двигаю языком вперед и назад. Теперь есть у нас прием гусиное пение. Здесь мы трогаем небо языком. Просто ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тоже дышим носом, то есть носовой оттенок. Если мы будем качать воздух, да, через рот, и вот этот воздух попадает в хамусу, и у нас получается такой грубый звук. Это у нас качается воздух. Если я убираю воздух и дышу носом, тогда у меня тонкий звук. Уже дышу носом.
Вот. И вот таким образом мы меняем звук хамуса. Теперь еще есть такой прием глоточный, то есть мы двигаем только глоткой. И для этого сначала мы делаем такое упражнение на букву, например, га. Га, 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 га. Но мы не выговариваем, а лишь двигаем. Тогда у нас получается... Двигая глоткой, мы можем извлекать любые мелодии. Мы даже можем сами придумать свои мелодии. Вот, например, двигая глоткой, я сыграю... Могу и сыграть народные мелодии, да, могу и придумать самому прямо сейчас. Да. Вот, например, просто двигаю. Теперь пою народную мелодию, двигая глоткой. Вот. Я пела специально готовую уже народную песню, двигая глоткой. Сейчас я придумаю сама, на ходу. Вот. И когда человек учится уже играть глоткой, да, то может придумать свою мелодию. Да, и у каждого человека есть своя мелодия. И вот таким образом можно извлекать разные звуки. Есть еще вот такой приемчик, называется стаккато. Указательным пальцем прижимаем вот этот язычок посередине, вот так вот. Угу. Тогда мы получаем совсем другой звук. Смотрите, когда я прижимаю, загибается вперед язычок, видите? И у нас получается, ну, допустим, первый прием и О. Второй удар, первый удар и второй удар О. Играю. Вот такой звук. Когда вы уже умеете играть, уже, да, у меня уже рука уже сама идет, да, не слушается, и я все что угодно могу воспроизвести через хамус. Например, отпускать, прижимать. Отпускаю и прижимаю. Также можно добавлять дыхание. Тоже меняется. И таким образом можно придумать разные приемы и даже придумать композицию. Это все это за счет дыхания. Когда мы дышим за счет дыхания, тоже меняем вот таким образом звук. Можно не дыша играть, можно дыша, да, тогда мы получаем вот такие звуки. За счет дыхания, вот, например, каким образом мы играем за счет дыхания. Здесь мы должны дышать через брюшной пресс, то есть через легкие мы не играем, потому что когда вы будете через легкие дышать, да, у вас будет головокружение. Поэтому все время как спортсмены. Да? Здесь мы дышим через брюшной пресс, все время работает пресс. И вот, например, и также можно придумать свою мелодию, вот, например. Вот. Можно играть и отпускать, прижимать, и пальцевые удары можно добавлять. Например, указательным пальцем прижали и можем, например, делать просто топот копыт. Здесь помогаем языком, да, не просто так. У нас, если мы будем в одном месте стоять и на букву И делать, у нас все время один и тот же ритм будет. Такой темп, да. А если я буду помогать,
уже меняется. Делаю. Теперь представляем коня, да, ну, например, лошадка так идет и танцует, да. Вот. Вот таким образом можно тоже извлекать вот такие разные... Ну, это фантазия человека. Да, все, что фантазирует, то и издает звук хамуса. Ага. И еще что хочу рассказать. Есть различия. Есть традиционный прием и современный прием. Ну, традиционный прием, который играли наши предки раньше, да, чисто такие медитационные, скажем, да, а современный стиль – это шоу, это разные дискотечные ритмы, также можно извлекать разные звуки природы за счет своим голосом, да, можно извлекать через хамус тоже разные звуки природы. И как мы извлекаем через хамус звуки природы? Естественно, это хамус не делает звуки природы, это мы делаем, просто через хамус. Да, вот, например, для этого мы тренируемся, конечно же, извлекая разные звуки. Да? Для этого есть специальные упражнения, чтобы извлекать разные звуки. Такие голоса стерхов, чаек. Не только женщины умеют, хотя у нас голос тонкий, да, поэтому мужчины тоже умеют делать разные такие тонкие, ну, звук стерха, например. Звук стерха мы просто... Как тренируем? Сначала учимся смеяться, и, да? Потом и делаем, потом на букву О делаем, у, и вот этот У потихонечку поднимаем на высокую ноту. Да? И вот это получается на... Или смеемся. Ху-ху-ху-ху, ху-ху-ху-ху, ху-ху-ху-ху. Резко вот такие короткими выдохами делаем. Ху-ху-ху-ху. Это мы все сделаем через хамус. Играем просто основной звук И, играем И, набираем воздух в живот и добавляем такие разные звуки. А вот этот звук у меня вышло, да? Здесь просто смеемся, вот такой, английский R, себя вдох набираем, вот, в себя как будто вы смеемся, английский R делаем, и тогда у нас получается голос куропатки, скажем, да, или глухаря. И можно тут украшать через хамус. Вот, видите, и такие звуки мы извлекаем. Есть еще вот такой интересный прием, называется вибрация брюшного пресса. Мы вибрируем брюшной пресс. Я по-другому так называю, люди не понимают иногда, как можно вибрировать брюшным прессом. Очень легко, просто вспоминаем щенячью радость. Да? Щенки, когда радуются, они дышат как? Да? И вот это дыхание добавляем хамусу, конечно, язык не показывая, на букву И делаем. Тогда мы получаем такой звук. Вот, это вибрация брюшного пресса. Можно, добавляя вибрацию брюшного пресса, сыграть вот этот глоточный звук. Да, например, вибрация глоточный. Тогда получаем такой звук. Вот. И таким образом можно извлекать любые звуки. Просто надо иметь фантазию и, конечно же, хамус, да, и попробовать самому. А у вас есть свои записи уже? Треки свои есть? Я только собираюсь, у меня нет треков, но у моего коллеги есть, у Айсена. Наигрываете для себя или для конкурса? Или это
Я сейчас просто импровизировала, я просто показываю сейчас. А вот именно приемы, как мы это извлекаем, у меня только в голове и на вот этом у себя там записывая. А так именно специальной книжки у меня нет. Но я в следующем году, в марте, собираюсь уже. У меня очень много приемов. Я вот частично показала в разные приемы. Вот, например, двуголосие, носовой звук. Например, носовой звук. Да? Здесь мы произносим якутскую букву «м». Произнесите-ка вы. Вот. «м». Да? И если мы выговариваем букву «м» через хамус, у нас получается такой звук. Или «м». Да, именно вот у нас эта буква называется «м». Да, мы всегда произносим якуты. Мы умеем выговаривать эту букву. Это все время выговариваю букву «н». Просто надо знать вот эту букву, и вот на букву «н» вы можете тоже разные мелодии придумать. Очень легко. Ага, да, и тут и глотка работает, и мы выговариваем на «н». Также через глоточный прием можно извлекать кукушку. Или просто как. Но здесь мы не должны дышать. Вообще воздуха нет. Убираем из носа. Когда мы двигаем глоткой, у нас вообще воздух не работает. Мы все время задерживаем дыхание, и пока воздух не закончится, мы продолжаем делать. Вот такие звуки можно извлекать через хамус. И давайте маленькие разные композиции я вам сыграю. Сначала с современного стиля, потом перейду на традиционный стиль, более такой медитативный, да, здесь для медитации именно. Сейчас я вам сыграю, давайте сыграю звуки природы, или сотворение мира, да, или пробуждение природы.
Можно играть бесконечно. У меня высохло во рту, я хотела сделать ржание, я слишком долго сыграла. И надо перед выступлением всегда надо репетировать, попить много воды. Африканский инструмент. В Африке называют свой инструмент бамбало. Можно посмотреть по фотографиям, как они играют. У них есть тоже свои ансамбли, тоже играют на этом инструменте. Американские хамусы, Чили, Аргентина, тоже все по-разному называют. Французский, вот Авраам Линкольн вот сидит, играет. Французские хамусы. Ага. И вот таким образом, это называется дыхание оленя. Я сыграла это такие северные звуки, да, дыхание оленя, так и называется. И давайте-ка я вам демонстрирую, сыграю теперь традиционный стиль игры. Здесь вы можете послушать традиционный стиль игры с закрытыми глазами. Именно протяжная игра, традиционная игра, исходящая от сердца, дает человеку положительное воздействие, дает ему силу, исцеляет надежду на лучшее будущее. И поэтому, когда человек слушает традиционный стиль игры, слушает с закрытыми глазами, ни о чем не думает, только слышит музыку древнего звука хамус.
все. Взяла судьба. Вот хамусы мастера. Вы едете в Магадан, да? Да, О, да? это не конечный. Ну это конечный, потом уже. Так, ну что ж, вот после музея хамуса мы пришли в городской парк. Ребятам показать парк наш. А так мы сегодня ходили больше по туристическим магазинам. Царская охота, Лабынкыр. Взяли газ, там горелку. Серега купил, в общем, завтра у них будет выезд. Вот сегодня такая культурная программа. Больше ходим по городу. Смотрим, сейчас идем в кочевник. Короче, там у Василия друг работает. Хотят встретиться, пообщаться тоже. Ну, в общем, сейчас поедем в кочевник. Вот. Ну, дождь прошел, погода, надеюсь, завтра тоже дождя не будет. Да, немножко налаживается, все Дай лучше. Да. Так что вот так. Все нормально, все окей. Гуляем, ходим, показываем Якутск. Да, парк, кстати, ребятам понравился. Тут, кстати, да, воздух, деревья, ну, все, что нужно. Как говорится, интересно, спокойно. Заходите. Есть Лего с великами? Увы, чего нет, того нет. Как-то они это не поддерживают. Ну, есть, но они так условные. Присаживайтесь. Мотоциклы. Да, мотоциклы, это такое. Давай, знаешь, как вот. Давай вот купим что-нибудь прям сувенирное. Годам. Что вы везли с собой? Типа буду собирать, пока еду. Досуг велотуриста бывает разнообразный, в том числе на стоянках можно не только кушать, пить и отдыхать, смазывать велик, но и собирать лего-наборы. Да, приятное с полезным, друзья. Вело и лего – это из одной сказки. Смысл. А обратно вы из Магадана не своим ходом же, да? Ну, вообще планировали самолетом. Самолетом. Ну, это здраво, да. Ну, ребят, посмотрите реально на возможность по Тиньке прокатиться. Тинькинская трасса. Продукты есть, питание. Там есть несколько крупных поселков. Амчак, Устемчук. Еще что-то там было, да. То есть там классные большие поселки. То есть там даже есть в Амчаке есть гостиница. В Устемчуге сейчас тоже очень цивильно все сделано. И она поспокойнее. И по красоте вот этих перевалов, серпантины, там реально смотришь, внизу машины лежат. Там, ну, блин, шикардос. А сколько она по дистанции? По дистанции она получается что-то 400... Блин, сейчас тут на работе, наверное, нету. 400 с чем? Она короче, чем этот кусок федералки, примерно на сотку получается. Какой с Хандаги до Уснира? Получается, вы едете Хандага, Уснера, проезжаете Уснеру, и поворот на Тиньку будет после поселка Мяунджа. Кадыкчан, вот если в Кадыкчан планируете заехать, в Кадыкчан, ну, имеет смысл заехать, но если прям по времени нормально срастается, да, потому что такой заброс, он, ну, Кадыкчан, он, по-моему, в топ-3 забросов входит в России, ну, имеет смысл пока полазить там, просто посмотреть, да. Заброшено? Вообще заброшено, да, там в 94 году рванула котельная, и весь поселок зимой эвакуировали. А поселок, он примерно как, ну, блин, ну, я не знаю, ну, как Жатай, наверное, ну, короче, большой, то есть там пятиэтажки, хрущевки, прямо все заброшено, в любой подъезд, в любой дом, в любую квартиру, на любой этаж заходишь, все заброшено. Детский садик, школа, спортзалы, офигенно смотрится, если по времени будет срастаться. Он от дороги немножко на удалении, это перед поселком Мяунджа. Километров за 20 до Мяунджа будет. Он на федералке находится, ну, уже в Магаданской области получается. И туда, ну, хотя бы там на часок заехать имеет смысл, потому что, ну, если не сейчас, то уже никогда. То есть так просто туда не поедешь. Если по таймингу будет нормально, то вот Кадыкчан однозначно рекомендую, must have. Дальше будет Мяунджа, но он тоже вдалеке от дороги находится, только если закупиться что-то. Ну, такой тоже полуумирающий поселок, но магазины там есть. И вот с Мяунджа там 30 километров будет такая прекрасная развилка, там все вот прям указано, там Амчак. Ну, то есть это Тинька начинается. Она на всех картах есть, начинается с моста. Это до Сусумана, то есть перед Сусуманом, можно сказать, в 30 километрах, по-моему, от Сусумана поворот. И прям если сегодня-завтра посмотрите, вдруг получится маршрут поменять, но Тинькинская трасса прям огонь. Ну, однозначно я бы поехал по ней. И если обратный путь, да, можно было бы закольцевать туда по Тиньке, обратно по федералке, да, ну, на машине мы так ездили. Но просто по федералке пилить на велике еще до Магадана, ну, мне кажется, это прям реально будет неинтересно. А Тинька, у нее еще прикол в том, что она выходит прямо на поселок Палатка.
То есть вот с Тиньки спускаешься, Тинькинская трасса, выходишь на палатку, все, это асфальт. С палатки до Магадана там 110-120 километров просто хайвея. То есть это будет... Да, там уже просто... Ага, поэтому как бы вот это Вопрос классно. интересовал. С Хандыги до Уснера есть населенные пункты, кафешки? С там? Хандыги до Уснеры есть пара кафешек на 611 километре. В Кюбиме есть знаменитая точка, не знаю, слышали, не слышали, Куба, да. Там кафешка, в прошлом году, когда мы ездили на машине, она была в подвешенном состоянии. То ли она собиралась уехать, тетка, работать было некому, то ли остается. Вот зимние дальнобойщики ездили, кто-то говорит закрыто, кто-то говорит открыто. Вот в Кюбиме есть нормальное кафе, ну была нормальная кафешка, там интернет, там здраво можно закупиться беляшами, пирожками, но работает ли она сейчас, вот я не знаю. Вопрос, ага. Это единственный населенный пункт между Хандыгой и Уснерой, да. То есть в Хандыге надо закупаться, даже не в Хандыге, а в теплом ключе можно. Хандыга теплый ключ, это там еще, ну, считай, сколько там, 70. Развилка там просто есть интернет. И 2 дома, да. Да, то есть на развилку вообще не стоит рассчитывать, там реально едешь, развилка. Такой своротик, и там 3 деревяшки такие стоят, и пым-пым, начали смс-ки приходить, связь появилась. А магазины есть закупиться? В развилке нет, там 3 дома, там реально нет магазинов. Это будет перед поворотом на Нежданку. То есть 600 км по сути без... Автоном, да. Автоном. Мгм. Ты четверть распутал, условно говоря, по 150. Ну да. Если прям совсем что-то случится, перед Кюбиме поворот на Тамтор, ну, на Старую Колыму, на поселок Тамтор, полюс холода. Там от трассы до него 150. То есть, в принципе, тот же дневной пробег, грубо говоря, да, можно топнуть. Но в Тамторе там, ну, это центр, туристическая Мекка. Там это полюс холода, там гостевые дома, бани, там супермаркеты, там все здраво. Можно, в принципе, до Тамтора доехать, обратно просто с попутчиком, вас же двое, да, на машине доброситься, попросить просто до трассы докинут. Потому что, ну, туда-обратно такое себе. А трафика в целом? Такой себе. Слабый совсем. Это у вас на бензовозе? Бензовозы идут как раз по федералке в Магадан. Вот они прямо идут, если идут, то вереницей, там 15 бензовозов, 10 бензовозов, там, ну 2 там иногда, да, и вот эта пыль, она, конечно, прям вымораживает. Но это речь про июль, то есть я не ездил в мае, это май-июнь, это, ну, я считаю, это довольно сурово, на самом деле, потому что, во-первых, холодно, во-вторых, сейчас, ну, вот, как бы это банально не звучало, медведи просто не пуганые, у них в июне начинается гон, то есть летний гон у медведей в июне, и где-то к концу июня он заканчивается, поэтому июль это самое безопасное время, когда они уже отогнались, так сказать, плюс голубика, рыба, ягоды, насекомые. Сейчас они просыпаются голодные, начинают гнать, и, что самое парадоксальное, на федералке их больше, чем, допустим, на Старой Колыме или на Тиньке, потому что прикармливают. Люди, дальнобойщик остановился, ну что ему, он кинул туда, там, на КамАЗе, да, сел и уехал. Ты едешь на велосипеде, медведь там в баке в мусорном роется, ну вот. Как бы. Привет. Да, привет, медведь. Такого понимания-то у шоферов нет. Даже в окрестностях Уснеры медведи ходят, потому что, ну, там мусорки, вот это вот все, как бы, это. Поэтому Хандыга, ну, даже теплый ключ Уснера, там надо, да, ну, заморочиться с продуктами прям нормально. Но благо там дорога хорошая, накатанная такая, гравийка, грунтовка, не асфальт, но, в принципе, накатана классно. Там один перевальчик, но, в принципе, он такой тоже достаточно красивый. Прижим, да? Черный. Нет, прижим это ближе сюда, да, ближе сюда получается. Прижимы, да. Старая это трасса через Сусуман. Старая Колыма идет как раз, нет, через Сусуман это федералка. Старая вот через Тамтор. Амчак, да? Да, вот Амчак, это крупный поселок Магаданской области, Усть-Омчук следующий, и потом уже палатка. Вот между этими поселками, в принципе, очень комфортное расстояние. То есть Мяунжа, Амчак, Амчак, Усть-Омчук, Усть-Омчук, палатка, ну, элементарно там за 3 дня, 4 дня проходится. Около палатки соединяются. И палатка идет, да, выходит на федералку, до палатки уже километров 10 начинается асфальт. Сейчас, может, больше, может, сделали. Палатка тоже очень большой населенный пункт, там таможенный контроль пограничный, и дальше до Магадана тупо прямая. Так, получается, после Мяунжи... После Мяунжи где-то 30-ку проходите и направо. Там по закупиться Амчак и Усть-Омчук. Да, там и закупиться, и гостиница, и да, посмотрите вот этот маршрут, посчитайте. Ну,
перед Амчаком вот эти вот перевалы Гаврюшка, там Нечипорукский перевал, еще что-то. Ну, двухтысячники очень красивые. Прям имеет смысл, ну, там вот подубасить в гору, красота вообще. По сравнению с федералки вам, я думаю, вот как вы с Хандыки выйдете, до Уснера вас эта федералка уже заколебет настолько, что однообразно. Пилишь, ничего нет. То же самое с Уснеры до Магадана, если ехать по федералке, будет, ну, неинтересно. Ну, там Ягодная, там типа вот этот Сусуман, там что-то еще, пара таких поселков. Тоже они есть, но мне кажется, Тинькинская трасса прям огонь-огоньский. Они сами магаданцы ей гордятся. У них как-то в свое время даже Тинька-Вояж проходило соревнования. И по Тиньке туда-сюда дубасили, нас звали, но что-то там совсем было уже на великах. То есть там какой-то такой лютый марафон трейловый, я не знаю. Ну, потом, по-моему, перестали это делать. Вот. В Магадане есть контакт человечка. Если у вас контактов никаких нет, могу на всякий случай поделиться. Павел встречает, размещает, помогает, советует. Ну, что-то типа, да. Там народ есть, но периодически они как бы, кто-то на материк уезжает, кто-то там женился, отошел, ну они так это называют. Кто-то женился, отошел от дел, то есть, ну, народ там катает, да, то есть сам Магадан, он такой. В Магадане, конечно, сейчас в мае, в июне прям совсем печально, там как бы, как говорится, лето, да, был. Я в этот день работал, как у вас лето, да, я не знаю, я в этот день работал. Вот, типа, да, такая вот тема там до сих пор есть. То есть еще пару лет назад там реально, если солнечный день, просто можно было отпроситься у руководства, сказать, что вот солнечный день можно мы возьмем отгул, и дают, потому что там иначе просто вот печаль, мрак, просто вот к бухте подъезжаешь к этой, блин, становится понятно, ага, почему это солнечный город в кавычках, то есть там просто морально гнобятся люди, это жесть. Хотя в целом город современный, да, все есть, опять-таки супермаркеты и общественный транспорт, магазины, сауны, квартирку хорошую можно найти, сгонять там на маску скорби, в музей Колымской трассы, в море выйти. Мы выходили в море, фрахтуется корабль, но там просто толпой лучше, ну, что, правда, дешевле, да. По деньгам, да, будет как бы это. Ну, там, я думаю, что-то можно. Набережную сделали некрасивую, там велодорожка даже есть. То есть в целом в Магадане можно, да, пару дней потусить. А билеты вы брали уже или нет еще? Есть тема такая, там иногда бывают какие-то жестко, люто субсидированные тарифы, которые вот типа 6 тысяч рублей, да, там Магадан Якутск или Магадан там Новосибирск или что-то. Но до Якутска мы за 6400 взяли. А так он стоит 25, ну, в обычные дни, а так мы взяли за 6. Но его могут выложить, могут не выложить. Он как-то то ли по вторникам, то ли по четвергам. Мы купили его уже в Амчаке, да. То есть в Амчаке стало понятно, через сколько мы уже будем в Магадане, расчетное время, и мы уже под это подстроились, купили. То есть в Амчаке где-то можно сесть, там у магазинчика, посмотреть, пошукать. Ир-Аэро летает. То есть если ну, я не знаю, до Читы, ну, может быть и есть рейсы, но до Якутска есть. Ну, Якутск, Чита прямые есть. Ну вот, да, можно да, вот можно попробовать как. Да, блин, но что там ждешь, и потом. Да, реально. Поэтому там, конечно. Да, они, ну, не пуганные просто, да, потому что уже грузовиков не боятся, людей не боятся. Ну, костер, там, запах дыма, я не знаю. А нам уже рассказывали, типа, едет, ну, типа, вы что везете от медведей? Вот, типа, сигнал охотника. Вот, типа, мы, говорит, одного нас остановил один Миша. Пытались его стрельнули, он дым понюхал. И остался, да. Мы брали сигналы охотника, брали свистки, брали колокольчики и брали еще вот эти ревуны, которые, да, ревуны, они долбят нормально, резкий неожиданный звук, в принципе, норм. На готове его удобно держать, считай, просто нажал и все. Сигнал охотника, там нужно либо взвести его, ну, либо где-то его там, да, чтобы не потерять. Себя такой выстрел. Да, то есть там, не дай бог, он же бывает еще световой и шумовой. Вот шумовой, в принципе, долбит хорошо, да. Ревуны, ну и в процессе движения мы в основном группами многочисленными, 5-6 человек. То есть ты едешь, болтаешь, что-то смеешься, хихи-ха-ха, вот этот дребезг, лязг велосипеда, оно как-то все равно. На стоянке тоже, там, считай, 5 человек, пока костер, кто-то за дровами, там, посуда и так далее. Вот это все, оно как бы напрягает медведя в тайге. Если вдвоем, там, на газу, например, да, это же будет тихо, там, сидишь,
И вот медведь, он такой, блядь, кто там? И вот, Пойду-ка я да, отсюда. поэтому надо либо костры, либо как-то шуметь. Вот единственный варик. Но в июне, говорят, они, да, такие. В прошлом году кого-то в Магадане прям задрал медведь, женщину какую-то. Пошла за ягодами, там не успела дойти. Ну, и как бы ну там у них это постоянно, то есть там медведи такие совсем не пуганные. Вот, поэтому по населенке их немного пунктов, но расстояние, ну, комфортное достаточно. То есть там не 1000, не 1500, там, да, ну там Да едва, нет, едва ли. 600 уже как бы такое, ну не знаю, 4. Ну, на грани, да. Вот Это если уже на грани. 200, ну окей. Да, 200 это прекрасно. Одна ночевка, спокойненько на автономии покушали, что с собой есть. Следующим вечером вы уже в поселке, да. Поэтому надо очень сильно на Кюбеме рассчитывать. До Хандаги, если будут попадаться встречные фуры где-то в кафешках, в стоянках, спрашивайте, на Кубе работает кафешка или нет. Если на Кубе работает, то тогда можно там, в принципе, покушать, закупиться, что-то взять, там такое. Заправка там работает точно, она постоянно, а вот кафешка, но магазинов там нет. То есть Кубеме это просто... Они без всегда, да. Там до смешного доходит, просто стоит заправка, терминал в Сусумане, кстати, и просто нет оператора. Мы подъехали, все уже на нуле, а в терминале кончилась лента, и он не заправляет. Закончилась лента, ошибка. Блять, вот он бензин перед тобой, вот эта колонка, закончилась, то есть ошибка смешная, да, то есть не с колонкой что-то, просто лента. И мы стоим такие, ты чё? И в камеру это диспетчерша, операторша, я не знаю, Суснер или откуда-то такая, чё, отойдите от терминала. Говорю, а чё, как тут заправлять? Подожди, человек приедет с лентой, заправит ленту. Ну там, послезавтра. Нормально, и чё делать? Так, друзья, всем еще раз привет. Вот Сергей, получается, путешественник из Читы, которого я приютил у себя вместе с Васей. Он сейчас немножко расскажет, просто друзья интересуются, на каком велосипеде он доехал 1100 километров с Читы до Якутска. Ну и сейчас, Сергей, вот тебе слово, расскажи о своем велосипеде. Здравствуйте, еще раз повторюсь, зовут Сергей меня. Так, это велосипед Джамис Дакота. Брал я его в 2019 году. Он на полусликах. Тут кое-что я уже, конечно же, менял. Это вилка поменена, стоит фоксовская от ДХ. Вот, не знаю, насколько она там, диапазон у нее сжатия, разжатия. А высота примерно 140, да, наверное, где-то? 140, да, ну, наверное, да, где-то 140, да. 29-е колеса, получается, седло, другое. Рама карбон брал. же, да, вот? Да, рама карбоновая. Контакты стоят, кренки, да, кажется? Да, кранки. Система Шимана, да? Срамовская. Срамовская, да, система. Вот. Все. Велосумки, могу по велосумкам рассказать. Да, вот по байкпакингу, вот ребята, дело в том, что вот Сергей с Василием, они, получается, ну, как проповедники байкпакинга больше. Адепт, я бы сказал. Да, адепты. И вот ребята... вот Мы сами здесь впервые. Они не классические туристы, вот как большинство. Да, мы вот. проезжали по 180-200 в день, поэтому мы брали максимально легкое и по объему максимально меньшие такие, чтобы было все и Компактно, компактно, и легко. Как компактно и легко, чтобы проезжать такие расстояния. Вот. Соответственно, это подрамная сумка, я ее заказывал на заказ, есть мембрана по центру, я ее разделил, чтобы было удобно ложить какие-то сюда вещи, какие-то сюда отдельно, чтобы было не путаница, ничего. Вот, в принципе, в походе показала себя отлично. Вот. Стандартные кормушки, всем известные, названия, по-моему, Не не Кайдер, помнишь, Pearl Fox, да. Фоксовские. Да, они уже ездили со мной и до этого, как бы, нормально, маленько потрепанные. Тут я за место резинки просто поставил шнурок, короче, такие бывалые сумки, в общем, вот. Впереди там тоже да, слинг. впереди топовская сумка тоже клево показала себя. Тупиковская, да, очень удобная.
то есть водонепроницаемая, легко крепится, снимается. Ну, вообще. И еще понравилось сумки на вилку. То есть, сейчас покажу. Крепление, да, Да, какое-то? крепление Интересное, интересное. смотрите. То есть, Бывают же обычные вот кейджи металлические. водонепроницаемая сумка на 6 литров. Также я брал на 4 литра, но в этот поход взял на 6 литров. Вот. И есть петли для переноски, то есть можно подцепить ремешок, ну и носить. И чем примечательно и удобно, то что можно на остановке, допустим, остановился пообедать, легко снять и поставить на место. То есть вот и все. Вот, застегнулись. Да, то есть вообще очень клево и удобно. То есть мне очень нравится. Также вот снял, то есть на грунтах они тоже ничего не отваливается, не слетает. Крепится также на обычную вилку, без бонока, хомуты, все в комплекте идет. Ну, типа прикольно. Вот можно снять название. Везде на Озоне, на Валберс они продаются. Риноволк, ну это да, с Китая. Да, Вот да, да. антипромокаемый, ну waterproof, водонепроницаемая. Да, да, да. Вообще прикольно. Мгм. Тоже понравилось. Ну и стандартный баул, который с нами с водонепроницаемым вкладышем. Вот такая вот штука. Это вкладыш. Ну и, соответственно, баул всем известный. Это последняя модель, которую я брал перед поездкой. А моделька как кайлеровская, да, сумка? Да, Кочевник, да, типа? Да, кочевник кайлер. 15 литров, да, примерно? Да, немножко тоже усовершенствовал. Здесь подшил липучки, так как при тряске немного расходится, короче, вот это крепление. Да, свои доработки. Да, уже свои доработки как бы. А так, в принципе, тоже неплохо. Все работает. Все отлично, да, вот Сергей, спасибо за комментарий. Вот сейчас Василий, можешь ему передать микрофон, и Василий расскажет о своем велосипеде, расскажет о своих велосумках и, ну, вообще, как бы расскажет о технике. Катается. Да, вот у Сергея, кстати, заметил, велосипед называется Каратек. Каратек — это немецкая фирма. У меня картак. У тебя, У ну меня да, у тебя Каратек. Каратек, да, у тебя Каратек. Вот, видите, у нее даже тут Фирменная сумка, да, вышивка. ну как бы свой мерч, можно сказать, да, Суперзубов. Сейчас расскажем. Забайкалье. И Вася, в общем, сейчас расскажет вот о своем велосипеде. Так, ну это у нас стоковый триаловский Каратек X-Vert Carbon, карбоновая модель, создана специально для российского рынка, потому что на сайте Каратека официальном этой модели вообще нет, вы ее не найдете. То есть, я думаю, для русских людей, русских райдеров сделали под заказ по просьбе больших лиц велосипедных что-то бюджетное, но на карбоне. Купил в ноябре этого года, модель новая, специально для поездок, для грунтов, для участия в МТБ гонках, возможно, заездах по горам. В общем, к земле потянуло на старость лет. Так, из плюсов достаточно накатистая моделька. Хорошо подходит именно для байкпакинга, потому что для классики здесь нет бонок, вы не сможете ее воткнуть в вилку, эту багажник дополнительный, типа собачьей лапы, или пицца-пакер. Ну, не получится. А вот для байкпакинга идеально подошел. Значит, у меня все сумки абсолютно от компании Кайлер были в этом заезде. Три из них это модели 2019 года с поездки в Севастополь. То есть вот такой слинг, он еще не не влагозащитный. Вот такие бочонки, тоже старого формата. Удивило то, что сюда влазит 3 банки тушенки. Это очень хороший результат. И, кстати, если бы я знал это раньше, я бы еще заказал 2 таких, чтобы у меня на руле ехало 6-12 банок тушенки. 12 банок тушенки для меня это 3 дня автономного пути с сытым желудком, с полным. Поэтому здесь они прям топчик отыграли.
Так, получается, у Слинга еще что понравилось? У старой модели. У них есть вот такая штука. К рулю тоже прикрепляется дополнительный отсек, ну, для всякой мелочевки. У меня там медицина и быстрый доступ. То есть она у нас липнет к липучке. И значит, вот сюда я могу дополнительно складывать что-то из одежды, когда мне стало, допустим, жарко, типа джерси скручивать или ветровку дополнительно. То есть дополнительное место просто по умолчанию у вас здесь есть. Очень понравилось. Так, подседел тоже у меня кайлеровский баул 2019 года. То есть Тоже если кочевник, да? тоже кочевник, если у Сергея он, то есть новая модель водонепроницаемая, да, считается, или усиленный? Ну, от легкого даже для... От легкого, то есть у него уже на замочках карманы идут, а у меня еще сеточка. То есть у старых моделей были сетки. С 2019 года прекрасно служит, очень доволен. Легендарен тем, что мне его подшил сам Саня Халтурин с велоклуба Велотабун в Кемерово. В ночь, пока я спал, у него в бане на байк-посту. Он мне в ночь подшил, чтобы я катался с этой нашивкой. Так, это у нас был подседельный. Тоже резиночки очень удобно. Я здесь вез дополнительно еду в сумке. Тоже гермовкладыш от Кайлера, чтобы мои теплые вещи сухие были всегда. Так, ну и, наверное, две изюминки. Это бензобак. Классический, стандартный. Даже при том, что я ложился на спусках на него, он форму не терял и прекрасно себя вел. Кстати, у ребят новые липучки с резинками. С одной стороны, которые крепятся на лакокрасочное покрытие и не царапают раму. Круто сделано. И, соответственно, именная вышивка тоже от Кайлера на сумке Аврора. Я думаю, они мне единственную в России сделали. Вот в таком формате. Уже я с ней катаюсь тоже с 2019 года. Но не с этой сумкой, это новая. А использую в целом Аврору в своих покатухах на шоссейных. В целом, вот такой вот. Расскажи. Про бутылку. Это у нас handmade. Получается бутылка для дополнительного литража воды объема, чтобы и чай скипятить или там к ужину. Минус этой конструкции в том, что когда вилка и руль сильно нагружены, вилка прожимается и бутылка трется о колесо. То есть здесь надо как бы либо ниже опускать, либо Нет бутылку. такой проблемы, потому что у меня ход вилки больше. У тебя ход вилки. Но я заметил уже под конец, когда у меня сумки намокли Я помню. в дожде, мне приходилось ее обратно оттопыривать. Вот, в целом, велосипед сделан на 4 по качеству деталей, потому что я привык к Shimano, а здесь микрошифт. До сих пор не могу привыкнуть к переключателю только на правой руке одним пальцем. Если у Shimano ты используешь еще указательный, чтобы скинуть, то в микрошифте одним пальцем надо 2 клавиши постоянно тыкать. Так, по кейджам тоже интересная ситуевина была. Так как я никогда с ними не путешествовал и взял их в дорогу, очень доволен дополнительным объемом 12 литров вот этих водонепроницаемых гермочехлов. То есть кейдж крепится к вилке. Обратите внимание и не повторяйте мою ошибку. Здесь есть крепления, они прорезиненные, то есть защищают ЛКП вилки от царапин. Но надо крепить, вот здесь вот покажи, не на крайнюю, как я сделал, зарубку, а на среднюю. Тогда будет очень плотный контакт, потому что я закрепил заранее, за крайнюю, получается, зарубку, вот здесь. У меня она из-за тряски разогнулась и кейдж начал болтаться. Вот, я дополнительно усилил хомутами, которые случайно купил в какой-то деревне глухой. Они там оказались. И получается фишечка еще в чем. Вот эти вот баульчики можно подписать обычным белым маркером, что у тебя там едет.
То есть у меня уже, я вижу изначально, что у меня здесь есть, и уже не путаю баул и зря его не открываю. То есть тоже удобная фишка, которую я обнаружил совершенно случайно. То есть вся экипа была чисто от Кайлера протестирована в хорошем заезде. А вот велосипед у тебя на промподшипниках, да, наверное, или на спухах? Все стоковое, колеса, ну, колеса на промах, ну и на втулке. И я вижу у тебя очень интересное седло. Обычно у нас, ну, вот как у Сергея, вот, ну, такое обычное стандартное седло. У тебя вот я вижу как будто две. У меня седло на самом деле для триатлона, это уже второе седло ESM PS 1.0. Так получилось, что именно вот эта конструкция позволяет мне проводить в седле 10-24 часа в сутки и повторять ежедневно без проблем с онемением в области таза. Подошло, но для триатлона. То есть здесь, естественно, как бы канал для мягких тканей тазового дна. Вот, я на нем могу ездить и на МТБшке, и на шоссе. Купил в этом году второе, чтобы было одинаково. Ну, педали классика Shimano SPD 520. Неубиваемые. Никогда. Ну, педали контакты, да, тоже вот Сергей Контакты, да. показывает. Надо про ботинки еще рассказать. Вот. Про ботинки надо обязательно. Это прямо было спасение в этой поездке. Про велотуфли, да? Велоботинки. Велоботинки, да, правильнее. Да, велоботинки, скорее всего. В общем, у нас была дилемма изначально ехать в велотуфлях, потому что мы спортсмены, у нас есть норвегские велотуфли. Но так как, посмотрев погоду и поняв, что здесь прохладнее, чем в Забайкале, мы поняли, что нужно что-то потеплее, во-первых, во-вторых, посвободнее, и в-третьих, более универсальное, чем просто велотуфли, потому что ходить по грунтам до гостиницы или там заселяться куда-то, или готовить еду у ручья удобнее все-таки вот в такой обуви, в классической. Вот, поэтому сюда можно и теплый носок пододеть, и пакетик на ногу с защитой дождя, и теплые бахилы. То есть вот эти кроссовки на минус, сколько было, минус 5? Минус 5 прекрасно держат, 4 градуса в дождь, отлично. Если бы я был, допустим, в своих туфлях велосипедных, ну этих крепких, спортивных гоночных, я бы гораздо больше страдал по ногам однозначно. Плюс они ногу не жмут и нет отекания стопы, как у велотуфель, которые спортивного характера идут. То есть, ну, прямо Комфортно просто. комфортно, мягкие, теплые, то есть, ну, топчик. Однозначно для... Я тут на такой момент, извини, вот, вот велорогада, я смотрю, почему-то они вниз смотрят. С велорогами тоже. Обычно же как-то хват, чтобы делать, как-то их. Да, я думал, что я Почему? буду уставать на вот такой широкой посадке, потому что я все-таки более шоссер. Вот привык к такой посадке. У меня МТБшки не было, наверное, лет 5. И вот появилась. Я думаю, я рога классически поставлю и буду по классике, как шоссер, ехать 100 километров, 210 часов в дороге. Ну, типа, спина не будет уставать. Но по факту они вообще не пригодились, потому что вполне комфортно уже привык ехать в обычной МТБшной посадке с широким охватом. Но чтобы их не выкидывать, чтобы была дополнительная возможность, я вот этими рогами, опустив их сюда за провода, защитил их от дополнительного контакта излишнего с велобаулом. Плюс велобаул у меня не заваливается ближе к вилке, вот сюда к ходовке, а висит вот на этом расстоянии. Поддержка такая. Поддержка, но они ничего не весят. И если мне захочется все-таки их поставить вот так, я поставлю или сюда поставить. То есть, ну, пусть будут для теста, тоже подошло идеально в целом. Друзья, вот вы вот сейчас находитесь в Якутске. Расскажите, как вообще вам город, как встретили ребят, ну вообще впечатления о Якутске. Так, ну, что можно сказать? Первое впечатление, наверное, это был дождь. Мы ехали, получается, с гостиницы «Легион». У нас был старт. И мы проехали 130
129, 128, ну 130, грубо говоря, километров, просто под проливным дождем. То есть были холодные, мокрые, переодевались там. Первое, конечно, что у нас мы столкнулись с какой проблемой, это с переправой. То есть мы уже приблизительно знали, что здесь ходят хиусы, так называемые, это воздушная подушка. И получается, парома не было, так как сейчас в это время ледоход, и он не ходит, ну не может ходить. Вот. Ну и был вопрос, возьмут ли нас с велосипедами. Ну, приехали, то есть нашли берег, где, соответственно, грузимся. Грузятся люди, переправляются через реку. Сколько ушло денег? Денег ушло, то есть за пассажира 3. 3000 и за велосипед 1500. С нас содрали, да. С нас содрали. Когда мы уже 9000. сели в Хиус, нам сказали, за велосипеды старший сказал еще 3000 взять, как за пассажира. Да, ну... Хотя место для багажа было свободное и Да, еще. то есть и нас не сразу взяли, короче, не сразу первый попавшийся взял, то есть отказывались, куда вас я буду грузить, ребята, с велосипедом. Тут люди с сумками ходят. Ребята, вы не по адресу, идите вон к тем ребятам, у них багажник есть. Мы подходим, у нас багажник маленький, идите вон туда, у него большой багажник. Ну и, короче, вот такая дилемма у нас возникла, то есть пока мы еще искали, это прошло, наверное, час-полтора, наверное, пока мы нашли. Ну, потом уже подзамерзли, то что мы уже стояли, не двигались, были мокрые, начали мерзнуть, пошли переодеваться, хотели подняться, зайти в помещение. Там, Центр ожидания. Да, центр ожидания ЖД, но он был закрыт, поэтому Естественно. мы приняли решение, и там под лестницей было укромное небольшое место сухое, где мы переоделись. Вася переоделся Где мы полностью, да, а я просто не смог из-за холода, да, и хотел поберечь сухие вещи. Думаю, ну и сколько мы здесь проторчим. Я переоделся наполовину, но все же было уже более-менее тепло. В итоге мы, ну да, сели, ну и переправились на берег. Нас встретил Илья. Очень спасибо, тоже с подругой, велобратство. Были крайне удивлены, что здесь, в Якутске, вообще, ну, столь масштабные, ну, есть люди, которые катаются на велосипедах. Мы думали, ну, типа, там всегда холодно, какие велосипеды. А оказалось, да, тут, блин, у каждого подъезда просто примотан велосипед, и все катаются и зимой, и летом, что было удивительно. Да, Илья, и у Ильи там просто сколько велосипедов. Когда он сказал, я вообще не поверил. Думаю, что, блин, какие 5 велосипедов. Ну, когда увидел сам, это было просто для меня шоком. У него что, не тумбочка, у него там велозапчасти. Детская кровать, велозапчасти, там шкаф, велозапчасти, коробки там с насосами и с камерами. И сидела на балконе просто 3 велосипеда, и в каждой комнате по велосипеду. Что-то вообще невероятно. И каждый велосипед для своего там дня, можно сказать. А вот в Якутске вот, где побывали, куда сходили, что понравилось? Сходили. Ну, первое, что понравилось, здесь есть бар. Бар с крафтовым пивом. Мы его очень любим и уважаем, поэтому было тоже нам приятно. Увидеть его здесь, несмотря на сложную логистику. Да. Цены, конечно, мы, ну, чуть-чуть подороже, но как бы понятное дело. 20% 30%. Да. Понравился бар, посидели, понравились люди, то есть много разных людей по статусу, и они все увлекаются велосипедами. То есть это как бы объединяет людей. Это очень нравится. Ну, каждого интересно послушать. То есть у кого-то какие-то походы там были, посидели, порассказывали, мы о своих, они о своих, и довольно Обмен интересно. опытом, Да, обмен опытом, то есть за дороги, за все болячки вот эти велосипедные.
Ну, довольно интересно. На следующий день мы прогулялись по Якутску. Также шел дождик. Мы одели свои модные Дорогие комбинезоны. комбинезоны, в которых и гуляли, собственно, по городу. Но нам уже не приходилось крутить, и мы не потели изнутри, поэтому не было так холодно. Поэтому было более-менее комфортно. Ну и, наверное, музей, да? Да, музей. Посетили музей Хамусов. Очень понравилась живая музыка. И для меня, я услышал вообще первый раз, и для меня было очень удивительно. То есть, что этот музыкальный инструмент полностью, то есть, нету каких-то пьес, написанных треков. То есть, ты играешь своим телом, своими внутренними органами. Ну, для меня это очень удивительно. То есть, я, наверное, планирую дальше разбираться в этом, как-то смотреть. И то, что этот музыкальный инструмент распространен по всему миру. И как-то люди, ну, не сговариваясь, то есть, не передавая вот такой там у нас инструмент, играйте тоже. Нет, у них тоже такой же, только называется по-другому. Бамбуковый, Да, да? бамбуковые, там, блин, Китайский, да? китайские какие-то, Класс. просто, можно сказать, из жестяной банки какие-то сделаны. Ну, Большое количество. да, большое количество, А вот очень экскурсовод разнообразно. Алена как играла? Она же там сказала чемпион, да? Там Да, она... звуки всякие, животных. там. Если бы я, наверное, было бы еще мне с чем сравнить, чтобы я по максимуму мог оценить ее талант, то, наверное, я бы это оценил и что-то как-то бы рассказал. Ну, а так, да, довольно удивительно. По телу, да, мураши даже бежали. Какое-то тепло, умиротворение. То есть музыка Вот. такая А я еще своеобразная. Василий рассказал, что у него есть свой хамус, он его в дорогу взял, кстати. Да, я брал с собой дорогу, но еще ни разу не играл. Потому что, ну, на всякий случай, думаю, чем занять вечер, если будет свободное время. Но его... И расскажи его историю, откуда привез, как ты играешь, что его навыки. Так, ну, купил я его в Иволгинском Датсане в Бурятии. Просто захотелось какой-то сувенир приобрести. Ну и вроде это музыкальный инструмент, и как будто может развить твои личные качества и на привалах, или когда будет совсем грустно и тускло, и холодно, и промозгло, и голодно, можно как-то разнообразить или взбодрить товарищей. Сыграть для... Как ты умеешь? Да, я сыграю, как я умею. Кстати, вот с Хамусом у меня интересная история. Мы когда записывали и монтировали видео, снимали дома промо для партнеров, я тебе его скину, посмотрите. Там есть хамус у нас кусок. Но этот кусок не я сыграл, а сыграл мой брат, он тоже на нем играет, на охоте возит с собой с мужиками. Вот, поэтому послушайте. И также там в саундтреке у нас музыка, которую написала, ну и сыграла моя дочь с подругой. То есть они гитарой увлекаются, поэтому у нас все самодельно, мы все сами делаем. Снимаем, музыку делаем, монтируем, все сами. Короче, мы работаем с тем, что есть, даже бутылки приматываем на изоленты. Вот, нам сегодня показали кучу приемов, которые можно использовать в своей игре и делать ее уникальной, необычной, запоминающейся. И я у Елены спросил, сколько она занимается вот этой игрой, потому что у нее очень сильно прокачанные все мышцы, и, не знаю, даже язык лодочкой делает, чтобы там изобразить дыхание оленя. Она сказала, 13 лет занимается вот хамусом. И когда она узнала, что я катаюсь на велосипеде, был в Крыму, тоже была удивлена, восхищена. Я говорю, смотрите, вот я 10 лет этому посвятила, вы 13. То есть вы, ну, мы одинаково успешные вот в этом, ну, в своем увлечении. Поэтому не нужно как бы восхищаться вот этим. Это та же самая работа, что и на велосипеде, что и на хамусе. Но на хамусе еще нужен все-таки творческий подход больше, а не физический. Ну и... Наверное, это самое яркое впечатление, именно ее игра на меня произвела, потому что это и зрение, и слух, и восприятие тела этих мелодий, и как она воспроизводит звуки животных потрясающе.
Я бы вообще хотел, чтобы каждый турист, который заезжает в Якутск на автомобиле, на фуре, на велосипедах, первым делом побывал в этом музее. И если бы Алена приехала в Читу с концертом, я обязательно бы пришел. То есть всем рекомендую, даже якутам. Вот Илья, например, сегодня, да, тоже с нами первый раз был. Да, я был первый раз, тоже понравилось, интересно было. Тоже настолько удивительно, что, ну, вот сама игра профессионала, редко увидишь, это настоящий алмаз Якутии. Вот такая история. Получается, у нас изначально маршрут строился поездом до станции Сковородино и со Сковородино до Магадана на велосипедах. Я лично катаюсь уже лет 9, проехал с Читы до Владивостока, с Читы до Севастополя. Получается, вся Россия по большой дороге, я ее так называю. И делал я это 5 лет назад, 3 года назад. Но так как человек растет, развивается, что-то понимает, получает жизненный опыт, проехав до Якутска эти 7 дней, я понял, что лично я накатался. Вот прямо настолько удовлетворен качеством заездов, местными видами, теми трудностями, которые мы преодолели, добротой тех людей, которые нас встречали, размещали, помогали, что вот прямо мне сейчас максимально комфортно и хочется насладиться уже тем, что я сделал, доехав до Якутска. Поэтому лично я принял решение, что я хочу домой вернуться в Читу, к семье и продолжить в это путешествие когда-нибудь потом, поставить на паузу. Поэтому в Магадан дальше я решил не ехать. Вот, сказал свое решение Сергею, он тоже подумал, и И мы приняли решение ехать домой. Да. И оставим этот маршрут на десерт, так скажем. положим в ящик. И тут еще нюанс в чем. Мы поехали в мае, в начале мая, и повторять вот этот опыт я бы также не стал и вам бы не советовал, потому что очень холодно, во-первых, все-таки низкий трафик и есть опасность низких температур. Если, не дай бог, какая-нибудь поломка на перевале, и вы там будете одни 10, 12, 15 часов, ну, история плохая. Лучше ехать потеплее. Это, во-первых, погода. Во-вторых, нам же все-таки повезло с погодой, была четкая, кроме 1-2 дней. А во-вторых, про медведей. Многие нам люди, которых мы встречали, дальнобойщики, Можно жители. сказать, каждый. Каждый почти нам говорил, там медведи, и все предостерегали нас от поездки, потому что сейчас у них начинается период так называемого гона, они начинают искать себе подруг, взрослые самцы-медведи становятся дикими. Есть уже, получается, случаи, когда видели медведицу с медвежатами на трассе. То есть это для путешественника в это время очень опасно. Поэтому это еще один фактор, который, наверное, подкрепил наше решение не ехать, не продолжать сейчас в мае, а продолжить в августе, когда уже будет тепло. Мы будем ехать еще легче, еще быстрее, еще кайфовее. И когда не будет опасности для личной жизни. То есть вот эти молодецкие, я их называю забавы, когда ты взял, сказал, сделал, несмотря на цену, которую готов заплатить. Лучше поставить на паузу и вернуться. То есть без сожаления, без расстройства, без того, что ты подвел чьи-то там ожидания, хотя обещал доехать до Магадана. Вот, гораздо труднее сказать, что не, ребят, я вот сейчас не готов, мне хватило, я доволен настолько, что мне хватит этих эмоций на целый год. Прямо я зарядился здесь. По дороге до Якутска это отдельный маршрут. Я бы даже советовал не делать маршрут сразу до Магадана, а до Якутска. Это топчик.